Их радость не передать словами. В Усадах появилась первая средняя школа. Это многопрофильный лицей, куда уже 1 сентября придут почти все сельские ребята. До этого многие возили детей в Казань, тратили на дорогу по 2 часа в день. Одна из них – Миляуша Гемранова. У нас раньше была неплохая школа. Мы надеемся, что здесь будет такая же школа. Единственное, нам не надо будет ездить. Разделить радость жителей приехал Рустам Минниханов. Я всех вас поздравляю с этим событием. Желаю нашим детишкам приятного, с хорошим настроением, хорошими оценками учебы в этом прекрасном здании. Лицей построен всего за год. Республика выделила на это больше 540 миллионов рублей. На эти средства возвели трехэтажное здание, рассчитанное на 500 учеников. Наверное, здесь точно знают, что нужно ребенку или подростку, потому что сделали даже занятия по киберспорту или, иными словами, компьютерным играм. Ребенку здесь не только не запрещается в них играть, но и создаются для этого все условия. Все дети играют. Даже как бы ты им не запрещал, все равно играть они будут. Кроме секций, тренажеров и особых методик обучения, здесь начнет работу Центр тестирования ГТО. Лицей станет первой школой республики, где можно будет сдать эти нормативы. Для тех, кто здесь учится, и для соседних школ, также для жителей. По планам, новый лицей разгрузит школу соседнего села Столбище, куда тоже ездят учиться многие усадские дети, но и в новом лицее почти все места уже заняты. Планируем организовать двухсменное обучение, потому что данная территория динамично и интенсивно развивается. Сегодня же Рустам Минниханов посетил и новый завод компании Дорхан, где производят модульные здания и металлоконструкции. Здесь он пообщался с аграриями. Речь шла о заготовке кормов и увеличении поголовья скота. Для развития хозяйства нужна дорога, рассказала президенту глава КФХ. У нас нет дороги, вы знаете, у нас там совсем нет. По словам фермера, сейчас в хозяйстве 100 голов крупного рогатого скота. Хочет построить еще 2 коровника. Рустам Минниханов поддержал сельчан. На первых порах сделать щебня, а потом уже можно будет асфальтом пройти. Конечно, мы будем помогать, если вы будете заниматься. Президент республики отметил, фермеры особенно нуждаются в помощи. Как крупные, так и небольшие хозяйства. В Татарстане действуют специальные меры поддержки. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, Давид Абдуллин, ТНВ, Лаишевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.